то мы все являемся правнуками наших дедов и отцов, которые сражались за нашу сегодняшнюю мирную жизнь, такую прекрасную жизнь, которую они подарили нам всем. Война. Печали нету слова. Война. Скорее нету слова. Сказки и славы этих лет. И на устах у нас много. Еще не может быть и нет. Каждый год эти майские дни наш народ вспоминает грозные годы войны. Чтит память павших героев. Кланяется живым. Прошла война, прошла беда, но боль сливает людям. Давайте, люди, никогда об этом не забудем. 22 июня 1941 года мирная жизнь нашего народа была нарушена вероломным нападением фашистской Германии. И чтобы не оказаться в фашистском рабстве ради спасения Родины, народ вступил в смертельный бой с жестоким, коварным и беспощадным врагом. 22 июня был выходной день. Спали города и села. После выпускных вечеров гуляла молодежь. Выпускники мечтали о своем будущем. Ничто не предвещало беды. Едва начинал брежить рассвет, часы показывали 4 утра. И вдруг эту утреннюю тишину нарушило мощное вторжение боевой техники. Гул самолетов, лязг танков, пулеметные очереди. Зазвучала незнакомая речь. Одно из первых сражений войны произошло у пограничной Брестской крепости. Около месяца сражался ее героический гарнизон. Если бы камни могли говорить, они рассказали бы всему миру о том, как мужественно стояли пограничники, но силы были слишком неравные. Несмотря большие потери, гитлеровцы продолжали наступать в глубь Советского Союза. Вся страна от мала до велика поднялась на битву, и враг стал отступать медленно, но уверенно. Наши войска гнали врага обратно в реку Лугу. Нелегко доставалась нам эта победа. Гитлеровцы разрушили и сожгли сотни городов, десятки тысяч населенных пунктов. Они совершали неслыханные зверства. Трудно найти в нашей стране дом, куда бы не пришло горе. Кто потерял сына, кто отца или мать, кто сестру или брата. Победа досталась нам дорогой ценой. Каждый день Великой Отечественной войны на фронте и в тылу был подвигом. Проявление беспредельного мужества и стойкости людей, верности Родине. Более 27 миллионов людей погибло в той страшной войне. Каждый 8-й житель нашей страны. В суровые дни войны рядом со взрослыми вставали дети. Школьники зарабатывали деньги в фонд обороны, собирали теплые вещи для фронтовиков, работали на военных заводах, дежурили на крышах домов при воздушных налетах, выступали с концертами